30 апреля на слушаниях в Конгрессе США американские законодатели заявили, что западные компании, использующие социальные сети и продвигающие так называемые экологические и социальные управленческие стандарты, продолжают продавать продукцию, произведенную уйгурскими рабами в Восточном Туркестане, пытаясь оправдать свои действия игнорированием геноцида. В связи с этим прозвучал призыв компаниям, которые не могут доказать, что они не причастны к принудительному труду в Восточном Туркестане, прекратить вести бизнес в Китае. Крис Смит, председатель Комитета Конгресса США по делам Китая, заявил, компании могут убедить потребителей, регулирующие органы, прокуроров и даже свою собственную совесть в том, что их цепочки поставок чисты. Но нарушители закона о предотвращении принудительного труда уйгуров и раздела 301 закона о торговле США непременно поплатятся за это. Посол Тайваня в Германии Ши Чжи-вэй разоблачил зверство, совершенное Коммунистической партией Китая на оккупированных территориях. Выступая на 20-й годовщине Всемирного уйгурского конгресса в Мюнхене, тайваньский посланник рассказал о том, что у жителей оккупированных территорий одна и та же судьба, и подчеркнул необходимость сплотиться. В своем выступлении Ши Чжи-вэй также раскритиковал Китай и ООН за то, что они не предпринимают никаких действий в отношении этой страны, несмотря на то, что ООН известна во всех ее злодеяниях против человечества. Процитировав устав ООН, он сказал, если бы все злодеяния, совершенные КПК против уйгуров, тибетцев, Гонконга и его жителей, были собраны воедино, тогда Китайская Народная Республика уже давно бы была исключена из ООН. В эти выходные уйгурские и тибетские активисты провели в Париже акцию протеста, чтобы привлечь внимание к серьезным нарушениям прав человека китайским правительством в преддверии официального визита китайского диктатора Си Цзиньпина. Протестующие пообещали провести акции протеста во время его двухдневного визита, чтобы привлечь внимание к репрессиям правительства в Тибете и массовым задержаниям уйгуров и других мусульманских меньшинств в Восточном Туркестане. Организация Human Rights Watch и Amnesty International, которые тоже провели митинги в эти выходные, призвали президента Франции Макрона поднять вопрос о правах человека на встрече с Си Цзиньпином. «Теперь мы должны действовать с чувством срочности», сказал Папаро, новый командующий Индо-Тихоокеанскими силами США о Китае. В своей речи на церемонии передачи командования Папаро заявил, что перед лицом растущего регионального влияния Китая необходимо усилить меры сдерживания в сотрудничестве со странами, которые его страна считает союзниками. Премьер-министр Израиля Нетаньяху в видеообращении, опубликованном на его странице в социальных сетях, сделал заявление о переговорах по обмену пленными между Израилем и Хамас. Нетаньяху сказал, что переговоры об обмене пленными велись в течение последних нескольких недель и что они готовы к временному прекращению огня в Газе в обмен на освобождение израильских заключенных. В последние годы среди уйгурской диаспоры, проживающей по всему миру, стало популярным празднование Дня уйгурского доппа, который отмечается ежегодно 5 мая. В этом году 5 мая в социальных сетях, таких как Facebook и Instagram, распространились сообщения, призывающие уйгуров, живущих за границей, надеть шляпы и продемонстрировать традиции уйгурской национальной одежды в День шляпы 5 мая.